Полезные советы, обзоры гаджетов, красивых мест, рассказы о путешествиях, отзывы об отдыхах и многое другое. Сегодня сеть блогов, будь то видеоотчет или фото с описанием, в котором содержится различная информация, знакомы каждому пользователю интернета. Как смастерить красивую вещь, как приготовить вкусную и при этом полезную еду, как избавиться от пятен за 2 минуты, сделать красивую прическу и куда поехать. Теперь, чтобы ответить на эти вопросы или чему-то научиться, не обязательно проходить какой-либо курс и ходить на занятия, ибо даже курс можно пройти онлайн в интернете. Общемировая блогосфера – это самая быстрорастущая часть интернета, которая на сегодняшний день демонстрирует практически троекратное увеличение за год. В мире насчитывается 75 миллионов блогов. Абхазские пользователи соцсетей тоже стали себя проявлять особенно активно последние несколько лет. Сегодня рекламу или отзывы о посещаемых местах, конечно же, легче посмотреть в интернете. Абхазия – страна туристическая, поэтому и блоги отечественных пользователей соцсетей в основном направлены на эту сферу деятельности. Как, например, интернет-дневник журналиста абхазского телевидения и по совместительству экскурсовода Абхазской национальной туристической компании Наура Гумба. Как-то зимой у меня возникла идея, нельзя ли создать страничку, чтобы мои туристы, с которыми я уже был на экскурсии, могли там любоваться природой, местами, где они уже побывали. Ну и так уже пошла идея развивать эту страничку, не только просто любоваться, но и записываться на различные экскурсии. И теперь я уже сотрудничаю со многими туристическими фирмами. Это из Сочи, из Адлера, то есть Инстаграм. Это очень хорошая площадка для того, чтобы не просто там показывать свои картинки. Там некоторые любят фотографировать, снимать видео, но и для того, чтобы немного заработать. Пары со всей Абхазии до сих пор завязывают на этом месте ленточки, загадывая, чтобы их любовь длилась вечно. Министерство туризма республики активно сотрудничает с российскими блогерами, приглашая их в республику. И, кстати, в ответ получают положительные отзывы о стране. Неиссякаемый колодец. Природа Абхазии, она вообще не перестает удивлять. Я не знаю, наверное, вот кто ездит туда вот постоянно, да, там каждый год, либо через год, ну, короче, посещает эту республику, страну, государство постоянно, да, я думаю, что вы меня поддержите. Каждый раз, когда вы едете, всегда приятно, всегда так здорово, потому что это природа, это горы. Вообще, о чем тут говорить? Одна дорога на Рицу чего только стоит. Однако есть и другая сторона медали. Некоторые блогеры приезжают сюда не с целью собрать побольше положительных отзывов о нашей стране. Они целенаправленно снимают и посещают непривлекательные места. Или даже специально провоцируют некоторых людей, чтобы просто вывести их на эмоции, а потом выложить это на канале YouTube или Instagram. К сожалению, по словам многих блогеров, контент с материалом, на который польется так называемый хейт, то есть шквал отрицательных отзывов, конечно же, привлекает большое внимание. Но этому можно и нужно противодействовать. Показать красивую Абхазию – цель еще одного абхазского блогера Натальи Боджгуа. Ее страница с туристическим контентом переросла практически в целую турфирму, где над блогом работает небольшая команда из нескольких человек. Она снимает видео, отвечает в директ, составляет описание к фото или видеоматериалам. Аудитория в основном российская. Очень много комментариев приходит: это Абхазия? Не может быть. Вот чтобы в Абхазии было так красиво, мы решили показать по-другому нашу страну, показать наших абхазов, какие они красивые, какие они воспитанные, культурные, интересные, ведут здоровый образ жизни, занимаются благотворительностью. Мы решили показать абхазок красивых, стройных, воспитанных, интересных. Мы решили показать абхазские семьи. То есть мы не только говорим об отелях, мы не только о ресторанах говорим. У нас этот сегмент тоже пропадает. Когда ты на Booking заходишь, там такие некачественные фотографии, и там так много всего, что люди думают: господи, в Абхазию лучше не стоит ехать. Если кто-то зайдет в гости с Татой в блог, он поймет, насколько у нас красивая страна. Блог о семье и о жизни ведет и Арианда Гулия. У нее около 100 тысяч подписчиков. В основном на видео она снимает своих малышей. Подписчиков у меня уже больше, чем 100 тысяч, чему я очень рада. Мой блог о моей семье, о моих детях. Я показываю каждый день
то, что мы делаем. Больше всего просмотров на видео, где мой ребенок сходит обычно с ума, младший особенно. Ну, как-то, не знаю, больше как-то завлекает людей такие моменты, когда он готовит со мной. Они очень любят на это смотреть. Мы очень часто на кухне время с ними проводим. Старший уже как-то больше стесняется камеры, а младшему это все как бы очень пока нравится. Создать блог, сформировать качественный контент, продвигать в нем рекламу – очень хороший способ заработать, практически не выходя за пределы офиса или дома. Блоги ведут даже дети. Дорогие подписчики, спасибо за то, что вы меня поддерживаете в конкурсе. Вы у меня самые-самые лучшие, самые-самые крутые. Вы еще не успели поставить мне лайк? Считается, что первым блог придумал британский ученый Тим Бернерс-Ли. В 1992 году создатель всемирной паутины начинает активно публиковать на своем сайте новости, делится мыслями и новыми изобретениями. Спустя 4 года в мире происходит блог-эволюция, а в 1999 году появляется первый сайт с бесплатной платформой для создания интернет-дневников. И этот процесс стремительно набирал обороты. Сегодня блогеров все чаще приглашают осветить то или иное мероприятие, ведь многотысячные подписчики обязательно прочитают о событии и расскажут о нем своим друзьям. Вот почему блогеров порой сравнивают с журналистами. Гугуца Вардания, Тимур Гугохи, Михаил Братухин, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.